Тебе в каждом моменте, о живый хлебе наш, в Тым сакраменте, о живый хлебе наш, в Тым сакраменте, верим Тебе в каждом моменте, о живый хлебе наш, в Тым сакраменте, о живый хлебе наш, в Тым сакраменте, верим Тебе в каждом моменте, о живый хлебе наш, в Тым сакраменте, о живый хлебе наш, в Тым сакраменте. Так, ребятки, ходите все с лавочек, ходите все сюда вперед, чтобы вас видно было. Идите сюда ближе к коляске, к алтарю. Да? Все, кто спрятался. О, все потихонечку выползают. Как праздник. Все после праздника, наверное, еще спят, не проснулись. Ходите сюда ближе. Кто еще где спрятался? Вижу, кто еще спрятался. Давайте, еще в конце костела вижу стоят. Идите сюда поближе, пожалуйста. Ходите, мальчишки, я вас вижу там. Идите сюда поближе к алтарю все. Так, еще не все пришли. Давайте, быстренько, ходите все сюда. Вот, немножко. И давайте станем на коленки и скажем: Niechaj będzie pochwalony przenajświętszego gronka, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Все, можете вставать в имя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Так, кто еще где-то спрятался, идем сюда вперед. Все и стоим впереди, не прячемся там, хорошо, с мамами. Мы же такие большие, отважные. И будем рядышком с Иисусом. Хорошо стоять?
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас, дорогі дітки. Сьогодні ми переживаємо 23-ю звичайну неділю. І сьогоднішнє Євангеліє Пан Ісус буде нам показувати, як повинен виглядати справжній його вучень. І ставить для нас два приклади. Чоловіка, який будує вежу, і короля, який вибирається на війну. Щоб кожен з них сперва сів і підлічив, чи він здольний збудувати, чи вийти на цю війну. І так само Ісус Христос так само нам каже, щоб кожен з нас так само підлічив, чи він готовий бути його учнем, йти до кінця. Тому спочатку Святої Мши, дорогі брати і сестри, представимо доброму Богу наші інтенції і просьби. И мы, дорогие детки, давайте сейчас подумаем, в такой минуте тишины, за кого мы хотим особенным способом помолиться, кто нуждается больше всего в нашей сейчас молитве. Я буду молиться подчас этой Святой Мши в интенции подяки Пану Богу и Матери Божией за прожитые 10 годов своего життя для Маргарити Домініки Жексдрин, яка сьогодні має день народження, щоб добрий Бог її благословляв, дав потрібні ласки для її батьків і для її родних, щоб добрий Бог опікувався їй на наступні роки життя. А тепер перепросимо Пана Бога за наші гріхи. Сповідаюся одному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинками, занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Завсёды Пану Марію, всіх анёлов і святих, і сестри, помоліться за мене, да Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Пане,
помолимся. Ласкавый Ойче, Ты про Сына Твоего откупил нас и учинил своими усыновленными детьми. Зайцовской добрынёю глянь просим на всех, кто верит у Христа, и одари соправдной свободой вечной спадщиной. Прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, благодарю едности Духа Святого, Бог през все веки вечные. Читание книги «Мудрости Соломона». Хто з людей може спознать Божий намер, або хто може зрозуміти, чого жадає Пан? Розважання смиротних несмелые, и рискованные задумы наши, бо тленное тело пригнетает душу, а земляный шатер обтяжарвая полный клопотов розум. Мы с тяжкостью разгадываем тое, что на земле, и с намаганиями знаходим тое, что под руками. А хто ж сможет доследовать тое, что в небесах? Хто б спознав твой намер, коли б ты не дал мудрости и не спаслал Святого Духа свыше? И так выпростались стежки земных жихаров, и люди научились тому, что приемно тебе. Это Слово Божие. Наш притулок с поколения в поколение. Наш притулок с поколения в поколение. Ты вертаешь человека у пыльки кажешь, вертайтесь, сыны Адама, бо 1000 годов перед очима твоими, як день вчорашній, який минув, або як одна ночная варта. Пан наш притулок с поколения в поколение. Ніби разводимых змываешь, яны становятся ніби ранішній сон, як трава, что расте, границей цвіте і зеленее, а увечері вяне і сохне. Пан наш притулок с поколения в поколение. Научи нас так лечить дни наши, как мы здобыли мудрость сердца. Вернися, Пане, кольки ж яще, пошкодуй слугам своих. Пан наш притулок с поколения в поколение. Наполни раницу нас своей милосердностью, и мы будем тешиться и веселиться во все дни наши. Нехай прихильность Пана Бога нашего будет над нами, и працу наших рук умацуй справу рук наших. Пан наш притулок с поколения в поколение. Читание послания святого апостола Павла до Филимона. Умилованы, я, Павел, будучи старцем, а теперь и вязнем Иисуса Христа, прошу Тебе за моего сына Анисима, якого народил я в кайданах. Отсылаю его до Тебе, а Ты прими его, это мое сердце. Я хотел затрымать его при себе, каб он замест Тебе послужил мне у кайданах за Евангелие. Але без Твоей згоды ничего не хотел бы робить, каб добрая справа Твоя была не с примусу, а с доброй воли. Бо, може, он дзеля того отдалился от Тебе на певний час, каб Ты принял его назаўсёды,
ужо не як слугу, але больш, чым слугу, як брату умілаванага, асабліва для мяне, а тым больш для цябе і паводле цела і ў Пану. Таму, калі лічыш мяне супольнікам, то прымі яго як мяне. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Покажи слузе Твоему светло своего обличия и научи меня Твоим постановам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ну что, еще где-то спрятались детки у нас в костеле? Нет? Попрятались, я вижу, вон еще стоят возле мамы с папой. Кто еще не боится, приглашаю сюда ближе. Не стесняйтесь, подходите. Послушаем сейчас такой фрагмент с Евангелия. И послушаем такие два образа. Да? Сегодня такие будут картины, которые Иисус нам представляет. Пан с вами. Читание Святого Евангелия паводле Луки. У той час шмат людзей ішло за Jesусам. Звярнуўшыся, Ён сказаў ім: «Калі хто прыходзіць да мяне і зненавідзіць бацькі свайго, і маці, і жонкі, і дзяцей, і братоў, і сясцёр, і нават жыцця свайго, то не можа быць вучнем маім. Хто не нясе крыжа свайго і не ідзе за мною, не можа быць маім вучнем. Бо хто з вас, калі захоча пабудаваць вежу, спачатку не сядзе і не падлічыць выдаткаў, ці мае на будову, калі ж закладзе падмурак і не зможа закончыць, усе, хто ўбачыць, пачнуць смяяцца з яго, кажучы: гэты чалавек пачаў будаваць і не змог скончыць. Або які кароль, ідучы на вайну супраць іншага караля, не сядзе і не параіцца спачатку, ці моцны ён, каб ісці з 10 000 супраць таго, хто ідзе на яго з 20 000. Калі не, то пакуль то яшчэ далёка, і он пашле да яго пасланцаў прасіць міру. Гэтак ніхто з вас, калі не пакіне ўсяго, што мае, не можа быць маім вучнем». Гэта слова Пана. Ну что, как дела? Как первая неделя в школе? Нормально? Контрольные не задают еще, самостоятельно не задают вам? Нет? Все сказали учить? А чего вас так мало? Где пропали? Все на праздники пошли? А вы почему пришли сюда? А вы уже были на празднике, да? Хорошо. А потому что вы в Бога верите. Молодцы. Я очень рад за вас. Но это непорядок, да, что вас так мало. Прошлое воскресенье было так много вас, столько дневников было, а теперь вас что-то очень-очень мало. Хорошо. Давайте перейдем к сегодняшней Евангелии, к нашей. У меня к вам вопрос такой. Когда вы собираетесь в магазин, скажите, вы можете себе в корзину положить все, что захотите? Сладости, там, игрушки, вещи, которые вам понравятся. Почему? Надо покупать только то, что тебе сказали родители, например. Хорошо. А почему еще? Все купить можно, кроме алкоголя. А что еще? А почему еще? Почему вы не можете себе в корзину положить все, что захотите? Ну? Потому что денег не бесконечно. Денег не бесконечно. Перед тем, как пойти в магазин, вы что должны подумать? Посчитать, да? Сколько у меня денег и на что мне хватит, правда? То же самое родители. Когда собирается ваш отпуск какой-нибудь, поехать куда-нибудь, они тоже считают, да? Потому что это логично. Надо посчитать, а хватит ли мне денег на то или иное. Да, надо сесть и посчитать. Хорошо.
Перейдем к нашей Евангелии. Почему об этом спрашиваю? Сегодня Иисус нам говорит, как стать его учеником. Кто внимательно слушал? Как можно стать его учеником? Крест нести, хорошо, что еще? Смотрите, он сегодня говорит нам о том, чтобы стать его учеником, чтобы делать так, как делает он. Но приводит два примера. Первый пример – это про человека, который строил что? Кто внимательно слушал? Что там должен был человек построить? Башню, да? Скажите, он закончил это строительство? Ну, Маргаритка? Нет. А почему не закончил это строительство? Ну, кто внимательно слушал? Нет, не лень. Он должен был что-то сделать сперва. Перед тем, как начать стройку, что надо сделать? Вот вы строите дом. Вот представьте, вы строите дом. Что вам надо сделать, чтобы построить этот дом? Прежде всего, ну, кирпичи нужны. Что еще? План нарисовать. План нарисовать. Чтобы хватило кирпичей. Хватило кирпичей. Хватило кирпичей, да? Ну, давай еще. Чтобы был фундамент. Фундамент, все верно. Смотрите, да? Но прежде всего надо сесть и посчитать. Надо взять калькулятор и посчитать. Ага, а хватит ли мне денег, материалов, да, чтобы построить мой дом? Если, и в Евангелии сегодня Иисус говорит, что если ты начнешь строительство, сделаешь фундамент, и тебе не хватит денег его построить, то все будут проходить и смеяться. Он начал строительство, но ее не закончил. Это первый пример. Второй пример. Иисус говорит про какого-то короля, который собирался куда? Ну, не в Египет. Куда собирался король? Ну, кто знает, куда собирался? Ну, давай. На войну. Молодец, умница, правильно. Собирался на войну. И что он тоже сидел, считал? Хватит ли ему кого? Ну, солдат, да, хватит ли ему солдат? Потому что у него было только 10 тысяч солдат, а его противника было сколько? 20 тысяч солдат. И вот ему надо было посчитать, сесть и посчитать, а хватит ли ему этих солдат, чтобы победить эту войну? Если нет, то он должен был выслать гонца, который должен был договориться о мире, да, чтобы не начинать эту войну. Хорошо. Смотрите, дорогие детки. Сегодня Иисус об этом нам говорит, что мы должны немножко посчитать, а хватит ли нам чего-то. Смотрите, сегодня я вам принес кое-что. Знаете, что это такое? Кошелек, да? Это кошелек. Что в кошельке может быть всегда? Только денежки. Да, могут быть и монеты, могут быть и бумажные, да, денежки. А может быть кошелек какой? Может быть и пустой, что в нем ничего не будет. Смотрите, Иисус говорит нам о том, чтобы мы были его учениками. Но у нас тоже должен быть свой кошелек, который мы тоже должны что-то посчитать. Этим кошельком будет наша душа. Как вы думаете? Смотрите, в этот кошелек мы можем наполнить, мы уже сказали, чем? Деньгами можем наполнить. А чем можем наполнить свою душу? Какой валютой мы можем, ну давай. Любовь. Да, любовью можем наполнить. Доброта. Доброта. А что еще? Чем еще можем наполнить нашу душу? Верой. Жизнью. Да. Чем еще? Кто поднимет руку? Ну давай. Лаской. Да, благодатью Божией можем наполнить. Ну. Радостью. И радостью, да? Смотрите, мы можем свою душу тоже наполнить, чтобы она была тоже полной. Но потом Иисус нам говорит о том, что даже если мы наполним, сможем ли мы до конца быть его учениками. Вот мы добрые, помогаем родителям, что-то делаем, да? Но потом приходят другие дни, а Иисус нам говорит, а сможешь ли ты до конца наполнять свою душу добротою, помогать кому-то? Смотрите, у меня такой вопрос. Вы начинали когда-нибудь что-нибудь, но потом его бросали? Что начинали, бросали? Ну? Собирать. Закончил, да? И бросил, не дособирал? Что еще? Ну? Рисунок. Начинал рисунок и бросила? Чего не хватило тебе? Мне надоело его рисовать. Все
Понятно. Не хватило терпения, да? Оригами. Мне просто ничего не получалось. Все понятно, да? Что еще? Смотрите, я когда-то ходил в музыкальную школу. 3 года проходил и бросил тоже. Бросил эту школу, надоела мне эта школа. Вначале было интересно, классно, было все так новое, а потом уже, неинтересно уже стало. Да, смотрите, и вот это сегодняшний Иисус нам хочет донести. Если ты хочешь стать моим учеником, тоже может быть со своей верой. Вначале ты радуешься, классно, ты приходишь к Богу, и все супер, но потом приходит каждый день. Да, и тебе начинают уже, сегодня не буду молиться. Да, утром не хочу помолиться, вечером тоже не хочу помолиться. Надо помочь родителям, а ты говоришь, потом помогу. Да, и ты начинаешь как бы постепенно бросать. Бросать то, к чему тебя Бог призывает, да, каждодневности твоей. То есть ты можешь начать всегда все хорошо, но потом постепенно все это можешь бросать. А Иисус говорит, парни, потом побросайте между собой на улице. А Иисус тебе говорит, если ты хочешь стать моим учеником, то ты должен сесть и подумать, и посчитать. А готов ли ты быть моим учеником до конца? Даже самые трудные моменты, самые сложные моменты твоей жизни, готов ли ты быть моим учеником до конца? Иисус говорит, те, кто не идет за мной и не берет своего креста, не может быть моим учеником. Потому что каждому из нас есть свой крест, который мы несем. Но если ты его не берешь, если ты не идешь за Иисуса, то ты не можешь быть моим учеником. А идти за Иисусом — это что делать? Плохо себя вести? Обзываться? Лениться? А что надо сделать? Быть каким человеком? Добрым. А когда вы в школе видите, когда кого-то обижают, что надо? Тоже прийти пальцем поставить, посмеяться? Помочь, да? Защитить. Ну? Защищать. Да, надо защищать, да? Надо ступиться, помочь. И вот только тогда ты будешь его учеником. Только тогда ты будешь идти за Иисусом Христом каждый день. Когда ты будешь наполнять свое сердце, свою душу добрыми делами. И этим будешь потом рассчитываться с Паном Богом. Понятно? Хорошо, дорогие детки. Давайте теперь помолимся тоже за всех тех людей, которые, может, сегодня не пришли, а была возможность прийти сегодня в костел, но они сегодня не захотели прийти. Это как раз-таки то, что они не хотят идти за Иисусом, быть его учениками. Вызнаем теперь нашу веру. Веру единого Бога. Про сакрамент кросту мы сталися Божими детьми, тому с довером представим Богу Отцу нашей просьбе. Молимся за Христовы костёл, каб ён ратаваў свет ад граху і вёў усіх людзей да Бога.
Молімся за святого Айца, каб яго сустрэчы з кіраўнікамі дзяржаў спрыялі ўмацаванню ў свеце сапраўднага спакою і справядлівасці. Молімся за тых, хто кіруе нашай краінай, каб яны клапаціліся аб шчаслівай будучыні свайго народа. Молімся за глуханямых, каб яны сустрэліся з добразычлівасцю людзей і знайшлі сваё месца ў грамадстве. Молімся за тых, хто мае праблему з жыллём, каб, дзякуючы Божай дапамозе, яны змаглі яе вырашыць. Молімся за нас, сабраных на гэтай Еўхарыстыі, каб супольная малітва пры алтары Пана наблізіла нас да Бога і паглыбіла нашу ўзаемную любоў. Помолимся за Маргариту Домініку Жекстрин, яка сьогодні дякує Пану Богу за 10 років свого життя, просячи Пана Бога і Матці Божої, каб яны завсёды заступаліся за яе бацькоў і родных, просячи доброго Бога, каб далей благословляў її на кожны дзень. Почуй нас, о Пане, за безвлеканием, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, за безвлеканием, почуй нас, просим Тебе. Боже, Ты праз ласку Духа Святого наполню дарами любові серце Твоих верных. Выслухай наши молитвы, учини, каб усе люди любили Тебе больше за все и с любовью выконывали Твою волю. Праз Христа, Пана нашего. О, что
Бог Отец Всемогутный, Твои на прославление хвалу имя Своего, так само на користь нам. Божа граница соправдной побожности и спокою, дай просим, каб гэтою хвярой мы нарежно ушановали Твою велич и прозудел Христы з'єднали наши души у веры, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. За правды годно это и справедливо, слушно и исповедно, как мы заусюды Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего, бою злитости до грешного человечества, народился с Панной Марией, про свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами, арханёлами и за всеми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом всеми скликаючи. Сапраўды Божа Ты святый, крыніца усялякай святасці, таму еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Ісус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Верыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
это великая таемница веры, обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых по устанию Твоего Сына, оферуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих спавления. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсеяний по усім світі. Удоскональ його у любові разом з Папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надій на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили уделу житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи избавленные заповеди и Божие наставлением наученные, осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас цього злога, дай ласкаво супокой дні наші, да поможи нам і милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від греху, і заховані всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пристя збавці нашого Ісуса Христа. Пане Ісу Христе, Ти сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый сходно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Святу родни,
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, то оставленное покликано на вечеру ягоную. Пане, не варты, как ты вошел до меня, али скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Усемогутный Боже, Ты нас живишь и умацняешь своим словом и на святейшим сакраментам. Учини, как мы годно приймаючи это святые дары Твоего Сына, могли стать удельниками Его життя вечного, який живе и володарить на веки вечные. Пане Єсу, про заступництво Марії, Матці Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юсифа, чоловіка довіру, який піклувався Тобою після народження. Прошу Тебе в інтенції этого ненародженого дитяті, якого духовно хочу усиновити, і якого знаходиться в небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, щоб вони не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам к этому дитяті предпризначив. Послухаем парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак каралевы супакою, у аўторак каралевы апостола, у сераду Маці Божай Суцяшальніцы, у чацвер Маці Божай Радзіцелькі, пятніцу і суботу супольны ружанец з рацыі 40-гадзіннага набажэнства, а ў нядзелю 18 гадзіне кола жывога ружанца Маці Божай з Люрд. Падчас месяца верасень будзем маліцца на ружанцаў інтэнцыі бацькоў аб прабуджэнні ў іх адказнасці за рэлігійнае выхаванне сваіх дзяцей, аб стварэнні ва ўсіх парафіях дыяцэзіі найбольш спрыяльных умоваў для катэхізацыі дзяцей і моладзі. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла будзем адзначаць 8 верасня свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, парадак святых імшаў, як у звычайны дзень 8, 9 і 18:30. Падчас кожнай святой імшы адбудзецца абрад благаслаўлення зерня на сяўбу. 12 і 13 верасня у нашай парафіі будзе трываць 40-гадзіннае набажэнства, якое падрыхтуе нас да адпустовай парафіяльнай урачыстасці. Адарацца Найсвяцейшага сакраменту ў нашым касцёле ў гэтыя дні будзе трываць на працягу ўсяго дня. Узяць удзел у адарацыі просім ружанцовыя колы, а таксама іншыя малітоўныя групы і таварыствы, Легіён Марыі, Трэці закон святого Францішка, Маці ў малітве і гэтак далей. Пастараемся ў гэтых днях прыступіць да сакраменту святой споведзі, каб падчас парафіяльнай урачыстасці атрымаць поўны адпуст. Парадак набажэнства ў днях 12 і 13 верасня наступны. 12 верасня святыя імшы ў 8, 9:30, 13 і 18:30. Адарацыя Найсвяцейшага сакраменту будзе трываць да 21 гадзіны. 13 верасня святыя імшы гадзіне 8, 9:30, 13 і 18:30. На гадзіне 18 фацімскае набажэнства, святы ружанец з інтэнцыямі, святая мша ў гэтых інтэнцыях і працэсія з фігурай Маці Божай у касцёле. 23:15 ночу адбудзецца крыжовы шлях, а ў 24:00 апоўначы традыцыйная святая мша, якую распачнем урачыстае святкаванне свята ўзвышэння святого крыжа. 13 верасня таксама ўспамін святога Яна Златавустага, Хрызастома, біскупа і доктара касцёла. 14 верасня нядзеля урачыстасць узвіжання святого крыжа. Святыя імшы гадзіне 9, 11, 13, 16 і 18:30, як у звычайны нядзельны дзень, таму што гэтая ўрачыстасць якраз і прыпадае на нядзелю. Галоўная адпустовая святая мша адбудзецца ў 13:00. Кіраваць гэтай Еўхарыстыяй будзе наш біскуп ардынарый Владзімір Гуляй. Пасля святой імшы адбудзецца ўрачыстая працэсія еўхарыстычная, таму вельмі просім дапамагчы ў арганізацыі працэсіі. 10 верасня ў сераду а гадзіне 15:30 адбудзецца прыбіранне касцёла перад урачыстасцямі. Заахвочваю мужчын і жанчын прыйсці, хто мае такую магчымасць, і дапамагчы ў гэтай справе, каб мы маглі нашу святыню адпаведным чынам да свят падрыхтаваць. Распачынаецца новы навучальны год, у тым ліку і катехетычны. Настойліва нагадваем бацькам пра абавязак рэлігійнае выхаванне сваіх дзяцей.
Трываюць запісы дзяцей і моладзі на лекцыі рэлігіі. Запісаць дзетак на заняткі можна ў кожны дзень ад 9 до 11 з раніцы і ад 16 до 19 гадзіны вечара. Заахвочваю бацькоў паклапаціцца аб духоўную і рэлігійную фармацыю сваіх дзяцей аж да канца школы, не абмяжоўвацца толькі першымі 2 гадамі падрыхтоўкі да святой камуніі. Просім аб дапамозе для вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні прадуктамі харчавання, бульбы, буракі і так далей. Калі няма такой магчымасці, можна дапамагчы грашовымі сродкамі, складаючы ахвяраванні на патрэбы нашай семінарыі, якая утрымліваецца выключна з нашых ахвяраванняў. Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі, за вашыя дары ахвяраванні на патрэбы семінарыі. Дзякуем усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. Пасля благаславенства адбудзецца працяг адарацыі Найсвяцейшага сакраменту з рацыі першай нядзелі месяца. На гэты тыдзень працы абавязкаў з верай прымем благаславенства Пана. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите с упокоя Христа. Позбавча пости от годности, долю до небес средишь брат, но и строги верных ти, дай силы помочь, если нам еднему в Троице владцы
Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwy ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.